Поэма «Мистерия» и они продолжили творение мира. Представят на стадионе «Триумф» 29 апреля. Постановка посвящена празднованию столетия СССР. В ней задействуют 1750 человек. Это детские, юношеские, танцевальные ансамбли и все учреждения культуры столицы. Подробности нам расскажет корреспондент Саргалана Неустроева. Она сейчас на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую. Что ожидает зрителей «Мистерии»? Валерия, приветствую. Прежде всего, это, конечно же, захватывающий сюжет. Действия поэмы разворачиваются в период освоения Сибири и Дальнего Востока со времен жизни Элея Ботура и Александра Невского. Здесь будут показаны влияния на Якутию православия, сибирских экспедиций, бури революции и становления советской власти. И, конечно же, это обретение автономии республики. Главными центральными фигурами в постановке станут известные исторические деятели Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов и Степан Аршаков. Второе, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, потрясающий визуал постановки, подробнее о котором нам расскажет главный художественный руководитель проекта Андрей Савич Борисов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об особенностях. Это очень огромный такой, наверное, таких проектов еще республика не видела. Главные особенности, с чего все начиналось и что ожидает ждать? На стадионе «Триумф» на самом деле наша культура не впервые проводит такие массовые большие мероприятия. Одно мероприятие было названо «Триумф Аюнского», второе было «Свет над Арктикой». И мы, в принципе, это пространство освоили. Но на этот раз, конечно, уникальный случай. Здесь участвует 1750 участников здесь. Зрителей будет 4000, так, представляете, да? Но главное здесь молодежь. Это почти 90% участников детишки, младшее поколение, юные люди и молодежь. Это очень важно для нас, поскольку когда молодежь приобщается к истории и через такие массовые представления, исполняя роли разных персонажей того времени, то, конечно, это для них становится очень важным. И тут, как вы видите, огромное количество декораций. Здесь будет работать контент. Вот эти экраны, они работают как большие экраны, 30-метровые экраны. И в этом представлении будет звучать классическая музыка. Хор будет звучать. У нас два героя, главных два героя, это Элей Ботур и Александр Невский. Почему? Потому что эти два символа, да, Александр Невский — это символ России, имя России, а Элей Ботур — это прародитель народа Саха, культурный герой и так далее. Вот эти два героя, они как-то очень синхронизируются, они очень похожи, их судьба. Один спасал русскую культуру, православие спасал русский народ, а Элей Ботур тоже спасал. И забвение культуры народа Саха, и он стал первым таким аюном, пророком таким, да, предводителем. Он был воином, Александр Невский воином. И дальше появляются главные герои. Это Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аршаков и другие поколения, которые создали наши республики, отцы-основатели. Вот сейчас как раз этот эпизод прошел, а дальше мы рассказываем историю Якутии, которая немыслима без истории России. История России и Великая Отечественная война, и Гагарин, и строительство, и ГЭС, и железные дороги, и становление Советского Союза, это проходило через судьбы, через сердце нашей Якутии. И в финале, конечно, самое главное, в финале произойдет очень интересная история. У нас 34 улуса и 2 городских округа. Жители, молодежь, они написали свое послание в будущее на следующее столетие, на 200-летие республики. Они написали это и потом сняли флешки, видео послание такое в будущее время. И вот этим завершится наше представление.
Андрей Савич, расскажите, пожалуйста, все-таки в представлении много исторических моментов, такой исторический документализм, как может вязаться с жанром мистерия? Это же все-таки более что-то такое мистическое, эфемерное. Да, ну, а почему вы не считаете, что история вне мистериальности? История, как раз-то история, как раз и православие, и Исех, первый Исех, это же религиозный праздник Исех, да. И сама революция, это тоже мистерия. А если говорить о Великой Отечественной войне, то там же подвиги такие, там же святые люди, герои. Поэтому мистерия всегда предполагает такую святость, веру, надежду, любовь. Поэтому в этом плане история нашей Якутии, она как раз подходит под название поэма мистерия. Именно поэма мистерия, потому что Платон Аюнский со своими поэтическими строками, он создавал историю, создавал народ тоже. Если в начале, где-то в 12 веке, там, во глубине веков Эллей Батур и Александр Невский, они тоже создавали историю. Поэтому поэма, это же история как поэма, история как мистерия. И кстати, этот жанр в начале 20 века был очень популярен, этот жанр. И Маяковский, и Мейерхольд, и многие-многие выдающиеся режиссеры занимались вот этими площадными действиями, где именно мистерия звучала. И потом здесь же и крестный ход, и плащ этих поселян, и встреча Александра Невского со своими, с другим веком. То есть тут мы как-то вневременные такие делаем пласты. Встречаются 20 век, в будущем 21 веком, а 21 век с 22 веком, 17 век встречается с веком 12, поэтому это как раз мистерия. Спасибо. Ну, вот такой небольшой культурный экскурс от Андрея Савича. Но также хотелось бы отметить, что, к большому сожалению, билетов в продаже нет. Все представление, в принципе, закрыто, но трансляцию можно будет увидеть на телеканале НВК «Саха» ровно в 18:00. Я думаю, что пропустить такое масштабное представление будет очень большим упущением. Ну а у меня к этому часу все. Валерия. Спасибо, Саргалана. Присоединяемся к приглашению для всех гостей и жителей столицы стать свидетелями такого масштабного и грандиозного события, посмотрев телетрансляцию на наших телеканалах. Напомню, что с нами на прямой связи была наш корреспондент Саргалана Неустроева.